Я вас всех приветствую. Речь идет о том, что есть проблема, которая нам насаждается, конечно же, Кремлем. Одни говорят, что нужно так действовать, другие говорят иначе. Этот раскол очень вреден, поэтому мы решили призвать всех наших людей, разных батальонов, движений, диалогу на основе декларации Общенационального съезда чеченского народа, которая была принята в 90-м году 25 ноября. Главная проблема сейчас в том, что есть выход, если эти люди, которые там воюют, действительно хотят решить проблему, восстановить наше государство на основе воли нашего народа, на основе Конституции, которая была принята. Мы предлагаем им объединиться, оставить эту политику. Сегодня у чеченского народа, как и тогда, в 90-е годы, когда мы создали свое государство, у нас было легитимное государство, создано в соответствии со всеми нормами международного права, Конституция и, естественно, все структуры власти, атрибутика. Поэтому президиум правительства предлагает, зная, что есть легитимная власть, которая была создана в 1991 году, зная, что тогда Грузия признала Чеченскую республику, тогда она так называлась. Теперь, когда мы находимся здесь на Западе, делали все те возможные шаги для того, чтобы наше государство было признано и в других странах. В первую очередь обращались в Украину, работали с мая месяца 2022 года разными политическими, общественными деятелями. И в конечном итоге, как вы знаете, 2022 года, 18 октября, наша страна была обозначена Украинской Радой как Чеченской Республики Ичкерия оккупированной территории и осуждение геноцида нашего народа. Многие думают, что это не признание. Но мы знаем, что даже частное признание то считается признанием. В этом смысле сейчас мы можем говорить о том, что нам надо теперь освободить нашу территорию. А для того, чтобы освободить нашу территорию, нам необходимо, чтобы мы объединились с Украиной и с другими силами, которые действуют против этой реакции. Как нам действовать? Этот вопрос сейчас будет предметом диалога. Мы будем сейчас на нашем телеграм-канале и в YouTube проводить эти мероприятия. Если акцентировать внимание на политическую точку зрения, видим, что в 2022 году было такое признание, и теперь никак не решается вопрос о признании легитимной власти Чеченской Республики Ичкерия. И мы с этим вопросом обратились к президенту Украины, отправили ему обращение, письмо дошло. После наших обращений Верховная Рада предприняла шаги по созданию комиссии по деоккупации народа в России. Мы воспринимаем это как ответную реакцию на наше заявление. А платформа открытого диалога будет действовать. В целом, вот такая картина для нас, для чеченцев. Вот коротко.